слов из справки Генеральной прокуратуры Российской Федерации, составленной тогда, в 1993 году, по итогам расследования. Они говорят так. Официально признано, что вооруженный конфликт начался утром 31 октября 1992 года, когда группа вооруженных лиц ингушской национальности напала на КПП-25 в селении Чермен, Северо-Российской ССР. Сам думается, что он был головой. Хак мыжбы. Да, далее в этой справке написано. Вместе с тем, у следствия имеются материалы, свидетельствующие о том, что в ночь на 31 октября обстрелу были подвергнуты ингушские кварталы сел Гамбелеевская и Октябрьская пригородного района. То есть следствие установило, что вооруженные действия против населения ингушского населения пригородного района начали осетинские незаконные вооруженные формирования. Какой характер носили эти события, многократно обсуждали. Я тут одну цитату из той же справки Генеральной прокуратуры приведу. Оценивая эти шаги федерального руководства, свидетель Тишков, бывший председатель Госкомнадзора Российской Федерации, заявил, это была подлинная индульгенция на проведение этнической чистки против таких же граждан, но другой ингушской национальности. Таким образом, события 1992 года являлись этнической чисткой с элементами геноцида. Мы все это прекрасно помним, мы переживаем все это, но в работе за прошедшие 26 лет, в работе по преодолению последствий всего этого, мы не добились существенных результатов. Одна из главных причин того, что мы не добились этих результатов, является бездействие органов власти Республики Ингушетия. Именно органов власти Республики Ингушетия. Поэтому те вопросы, которые сегодня планируется здесь рассмотреть, и вопросы формирования органов власти и так далее, это имеет очень большое значение. Что касается конкретного вопроса, связанного с определением территории нашей границ, нашей республики и Чеченской республики. Сегодня предполагается много докладов по этому вопросу. Я не буду сосредотачиваться конкретно, много времени этому не буду уделять. Вопрос чрезвычайно важный. Если учесть, что с 1944 года постоянно происходит уменьшение территории нашего народа, то это может привести к тому, что мы останемся без территории. Если не будет территории, не будет государственности. Если не будет государственности, исчезнет ингушский народ как таковой. Поэтому вопрос о территориях – это вопрос существования ингушского народа. Границы с Чеченской республикой были установлены в тайне от ингушского народа. В 2012 году я был членом комиссии по определению границ Чеченской республики. Собрались ученые наши, историки, присутствовали здесь в зале. Мы изучили документы, описали, подготовили справку. Но у нас никто не спросил, что мы нашли, что работает в пользу ингушского народа, где были наши земли, что нам делать в конкретной ситуации. Опубликовали в интернете статью, что комиссия Республики Ингушетия по определению границ Чеченской республики закончила свою работу. Тогда я в интернете опубликовал статью, можете ее прочитать. Называется она так: «Сложившиеся границы и сложившиеся традиции национального предательства». То есть без ведома народа, без ведома комиссии были подготовлены документы о передаче этих самых земель, и еще добавок ныне принятые соглашения об отторжении значительной части ингушских территорий. Мы должны в этом вопросе действовать исключительно честно, порядочно, законно. Мы не должны претендовать на чужие земли. Мы не имеем морального права, мы мусульмане, но мы должны отстаивать свои интересы собственного народа в полном соответствии с шариатом, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Ингушетия. Для этого я предлагал и сейчас предлагаю, надо бы создать квалифицированную комиссию нашей республики с участием людей самых разных профессий,
ученых наших, поднять все документы, прежде всего установить, где была ингушская земля, где была чеченская земля, где бесспорно можно провести границу, а где можно еще подискутировать, обсуждать и согласованно установить границу. То есть действия по установлению границ между нашими республиками не должны причинять ущерб интересам ни чеченского, ни ингушского народа. Любые действия, которые будут неправильны, они принесут ущерб. Будут сохраняться несколько натянутые отношения. Люди будут видеть, что мы справедливы в чем, несправедливы в чем-то. Поэтому вопрос установления границ одновременно является вопросом, какие отношения будут складываться между нашими народами. Поэтому я бы призвал всех не говорить ничего неприличного в адрес ни чеченского народа, ни отдельных его должностных лиц. Мы этим самым, если говорим такие слова, причиняем ущерб собственному народу. У нас многое кипит в душе. И это справедливо кипит, это так должно быть у нормальных людей. Но то, что мы говорим, должно приносить пользу нашему народу. Поэтому я призываю сохранять спокойствие и делать все так, чтобы без осложнений ситуации защитить интересы своего народа. Если у нас шансы, конечно, есть. Дорогие девушки, нагасана, вы хабиш бог, бибизишь бар грамотно хабой, делать войну поступа. Дальше акту баху. Еще пару вопросов, которые я хотел бы здесь затронуть. Это вопрос с нашей безработицей. Свое выступление я излагаю так примерно. О некоторых в общем, обстоятельствах необходимых, о некоторых условиях, необходимых для создания нормальных условий сохранения и возрождения ингушского народа. О территории мы говорили, вот два еще момента. Это вопрос безработицы. Мы сегодня в нашей республике самый высокий уровень безработицы из субъектов Российской Федерации. Произошло это в связи с тем, что в годы советской власти, годы плановой экономики, в нашей республике соответствующие объекты, где бы могли работать люди, не строились. Сегодня другая ситуация. И когда составляется планы социально-экономического развития нашей республики, нашим властям, нашей общественности очень интенсивно работать нужно федеральным органам власти для того, чтобы с учетом условий, которые есть в нашей республике, нам выделялись деньги гораздо больше в процентном отношении, чем другим субъектам нашей страны. И теперь вопрос, и один из главных вопросов. Мы говорим о границах, мы говорим о безработице. Эти вопросы должны решать органы власти. Прежде всего органы власти, общественность это во вторую очередь. И от того, кто будет возглавлять органы власти нашей республики, зависит успех решения тех двух вопросов, о которых я говорю. Как известно, в настоящее время в республике Ингушетия действует законодательство, которое не позволяет нам избирать ни главу республики, ни депутатов Народного собрания, ни мэров городов, районов, ни депутатов муниципальных образований. И это законодательство сохраняется вопреки тому, что в Федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав записана статья 34, что граждане имеют право на самовыдвижение. То есть нашим республиканским законодательством грубо нарушается федеральное законодательство, при этом прокуратура наша, республиканская прокуратура, молчит. Вот наша задача добиться того, чтобы народ избирал своего главу, народ избирал депутатов Народного собрания и, естественно, всех остальных должностных, которые избираются в муниципальных образованиях. Если мы этого добьемся, я уверен, что вот такие вот собрания, как сегодня, мы будем высказывать свои предложения нашему руководству, оно, избранное народом, будет слушаться и будет выполнять желания, пожелания, требования собственного народа. Дальше эту бахулы, да, вот так было. Зима, да. Нам сообщили, что подошел Султан Гумойшко, который у нас был номером 1 по программе. Здесь он.
Мойша Султыгу Латвии. Тогда слово предоставляется Мойша Султыгу. Следующую согласно подготовиться Чебурзиму Бараху. И хотел бы, вот пока поднимается Мойша Султыгу, сделать объявление. У нас предусмотрены в программе выступления, те, которые заранее заявили о своих выступлениях, мы их указали. Но, само собой, возникнут, будет желание выступить и присутствовать в зале. В таком случае просьба указать свои фамилии, имя, отчество и передать в записку редакционной комиссии Бартенхоева Заира. Заира Ози. Заира, где Заира? Поднимите руку, чтобы все видели, кому подойти. Тогда Борзову Магомеду. Борзову Магомед, подними выше. Вот свои, кто желает выступить, подходите к Борзову Магомеду. И будет большая просьба. У нас, мы ограничены во времени. 3 вопроса, даже 4 вопроса, и поэтому желательно просьба выступать только по одному вопросу. То есть если вы выбрать один из вопросов повестки дня и выступать по одному вопросу. Бартуховчин, пожалуйста. Мочхолдук Дош. Ассаламу алейкум. Я приветствую высокое собрание от души. У меня тут все получается экспромтом, так как до конца не знал даже тематику. Поэтому все-таки в целом тон задан. Я благодарю предыдущего выступающего, Мусу Алиевича. Мне понравилось его выступление. Это человек, который сознанием дела изложил ситуацию фактическую, которая происходит. Для меня, как человек, который первый вообще-то привык выступать перед аудиторией, но и я привык так, чтобы меня слушали. И не люблю, когда кто-то делает флаг или пускает собак. Надеюсь, вы поняли. Российская Федерация – демократическое правовое государство. Она состоит из ее территории. Это всем понятно. То есть субъектов Российской Федерации. Еще меньше. И, соответственно, во взаимоотношениях между собой и центральными органами государственной власти Российской Федерации все субъекты равнозначны. Хотя есть там спорно-дискуссионные вопросы, об этом долго говорят, это сейчас не актуально. Это к чему самое? Все, хотя во взаимоотношениях между собой и центральными органами власти мы все равноправны, но на деле получается, что это не совсем так. Если не вообще не так. Вопрос, который сегодня выносится на обсуждение этого высокого конгресса, я ее прочитал, принципы и механизмы. Давайте все-таки немножко я отступлю и скажу, что изначально вопрос, который прямо стоит для обсуждения, и тому дается тон, задается определенный. Необходимо определить самое, о чем мы говорим. Мы говорим об установлении границ или об их изменении. Это немножко разные подходы к решению этого вопроса. Если я правильно понял, изменены границы субъекта Российской Федерации, то есть ингушские границы с Чеченской Республикой. Статья 67 Конституции Российской Федерации прямо устанавливает в части своей 3, что границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены только с взаимного согласия этих субъектов. То есть основополагающий документ нашей страны нам говорит о том, что и при этом надо учитывать все федеральные конституционные законы, федеральные законы,
указы президента, постановления правительства, нормативно-правовые акты закона, принимаемые субъектами, они должны быть на основании и в соответствии основного закона государства. Если существует это нарушение, в данном случае, которое мы можем и смотреть, и лицезреть, и знать сами, то эти законы, они считаются незаконными с момента их принятия. Вопрос стоит о принципах. Принцип в данном случае, он всегда один, на первой строке стоит принцип законности. Если этот принцип законности, он нарушен, соответственно, остальные принципы, мы сразу же будем говорить о справедливости. Она производна от первого, она теряет свой смысл и значение. То есть нарушен закон, его нужно что? Восстановить. Нарушенные права, говорим, но у меня невольно возник как-то внутри даже там не нарушенные права. Они просто, я бы сказал, растоптаны. Если не сказать, что вообще уничтожены. Видя вот все это и слушая то, что сказали, я первый раз выступаю в своей родной республике. И меня внутренняя гордость, во-первых, переполняет. Хотя бы сейчас, хотя на всех уровнях между собой мы всегда об этом говорим. И если бы вот эти люди, которые сегодня взяли, вышли и сказали «хватит», если бы они были там, а я это тоже помню, когда устраивался под эгидой Ингушского съезда, прошу прощения, заячий спектакль, вот этого бы сегодня не было, если бы тогда сказали. Если бы тогда нашли бы себе мужество и сказать что вот это не пройдет, здесь практически на территории Республики Ингушетия 98-99 по разным оценкам населяют этнические ингуши, чеченцы, другие, но мононациональная республика, она признается по определению И как можно украсть у каждого человека, забрать его голос, присвоить его себе и распоряжаться, как я хочу, я этого не понимаю, и участвовать в этом я не хочу. Ни сейчас, ни потом. Следующее, я прошу прощения, немножко у меня тоже накипело но все-таки по существу. Те вопросы, которые обозначены принципы, они нарушены. Их необходимо восстановить. И иншаллах дал эту вахту восстановить. Ничего лишнего здесь очень хорошо было сказано. Чужого не надо но и наши, пожалуйста, не трогайте. Если с таким успехом мы будем дальше двигаться, нам надо будет не надо будет нам ни общественного транспорта, ни личного транспорта, если хотите, ни велосипедов. Мы разгонимся и уткнемся в соседа. Бегом причем. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. То, что касается механизмов, если мы будем обсуждать механизм, они определены знают, есть законы, есть подзаконные акты, которые регулируют эти отношения. Есть комиссии, которые якобы были созданы, но их опять же не было. Есть парламент, великому моему сожалению, не буду я говорить, но хорошо, хоть сейчас проснулись, в конце концов. Если это представительный орган, избираемый народом, он же его волю передает всему остальному миру, где это ничего не видно, к сожалению, не видно. Но вместе с тем, механизм нам сегодня, кстати, новый, на мой взгляд, это субъективное мое мнение, нам определили новый механизм, когда два человека встретились, один взял на себя ответственность, другую смелость, решил, как они хотели, выпили чай, посмеялись и разошлись. Ну это что, цирк, что ли? Цирк-то зачем устраивать? Все абсолютно, все прописано.
Я понимаю, что здесь очень много людей, которые захотят выступить сама. Не буду особо ваше внимание отвлекать, но одно точно скажу, что начиная от основного закона государства и кончая внутренним регламентом, нарушено все, что можно нарушить, и это нужно восстановить, это говорить долго, но об этом это надо решать. Всем большое спасибо за внимание. Ассаламу алейкум, я Жюри. Приветствую всех гостей, делегатов Первого Всемирного исторического конгресса ингушского народа. Бисмилля рахман рахим. Профессор из Петербурга, доктор юридических наук Султыга Мош уже дал небольшую общую справку и правовую оценку. Я постараюсь ее немного расширить и углубить. Согласно статье 3 Конституции Российской Федерации, носителем суверенитета и единственным источником власти Российской Федерации является народ. Именно народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Надеюсь, что с этого момента этот общественный институт народных представителей станет традиционной и составной частью структуры управления нашей республикой. Уверен, что ингушский народ покажет достойный пример граждан России, как должны реализовываться статьи Конституции Российской Федерации на практике политической жизни страны. Перейду непосредственно к предмету нашей сегодняшней встречи. 26 сентября 2018 года главы Республики Ингушетия и Чеченской Республики подписали соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в соответствии с которым в Чеченской Республике перешла часть территории 3 муниципальных районов Ингушетии и 10 населенных пунктов республики, общей площадью более 34 тысяч гектаров, что составляет не менее 9% территории республики. 4 октября это соглашение было утверждено региональными законами и органами обеих республик. Ингушский комитет национального единства, членом которого я являюсь, считает действия руководства обеих республик по заключению соглашения незаконными, так как они не имеют под собой ни исторических, ни политических, ни экономических, ни демографических причин. Сам процесс подготовки, подписания соглашения проведены с существенными нарушениями федерального и регионального законодательства по следующим основаниям. 2 апреля 2008 года правительством Чеченской Республики письмом номер 376/02 в адрес правительства Республики Ингушетия был направлен для согласования проекции схемы территориального планирования Чеченской Республики, предусматривающей размежевание территорий двух республик по фактически сложившейся границе. Ингушская сторона приняла данное предложение, и правительство Республики Ингушетия согласовало эту схему. После этого была проведена процедура законодательного закрепления согласованной сторонами позиции. 14 июня 2008 года парламентом Чеченской Республики принят закон номер 40 РЗ об образовании муниципального образования Ашой-Мартанский район и муниципальных образований, входящих в ее состав, установление границ, наделение соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения. Этим законом границы Ашой-Мартанского района Чеченской Республики определены, исходя из согласованной схемы по сложившейся границе, проходивших с советских времен между Ашой-Мартанским районом и Сунжским районом. Территория Сунжского района Республики Ингушетия по правую сторону реки Фортанга, далее по тексту отторгаемых соглашений земли, которая впоследствии по соглашению от 26.09.18 года указана как чеченская территория, в этот закон чеченская сторона не включала в 2008 году. Чеченская сторона не заявляла на нее никаких претензий и самостоятельно определила границы своего муниципального района, граничащего с Республикой Ингушетия. 13 февраля 2009 года принят закон Чеченской Республики номер 6 РЗ, устанавливающий границы Сунжского района Чеченской Республики в составе населенных пунктов Серноводская и Асиновская с учетом фактически сложившихся границ. Только после этого, от 23 февраля, через 10 дней, Республика Ингушетия
региональным законом 5 РЗ определила границы Сунжского района через 10 лет после того, как чеченская сторона эту границу установила. Эти границы установлены, исходя из границ, закрепленных в вышеуказанных законах Чеченской Республики, и фактически воспроизводят их. Таким образом, указанными законодательными актами по инициативе Чеченской Республики фактически и юридически разграничены территории Сунжского и Акшой-Мартановского районов, бывшей ЧСР, на основе фактически сложившейся границы. 3 октября 2009 года подписано распоряжение председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в соответствии с которым 29 300 гектаров земель лесного фонда, включая отторгаемые соглашением земли, переданы в бессрочное постоянное пользование государственному природному заповеднику ЭРЗИ, учрежденному постановлением правительства Российской Федерации от 2000 года в Республике Ингушетия. Проведен кадастровый учет земельных участков, и они были включены в состав Республики Ингушетия. Чеченская сторона это не опротестовала в 2009 году. Однако в дальнейшем отношения изменились между двумя республиками. Мы с вами прекрасно помним, так как поссорились руководители нашей республики. 12.10.2012 года постановлением правительства Республики Ингушетия номер 341 утверждена согласованная с Минрегионом России схема территориального планирования Республики Ингушетия. То есть федеральная власть тоже утвердила эту схему. Никаких претензий не было и со стороны федеральной власти. Как и ранее утвержденная схема территориального планирования Чеченской Республики, она утверждена с учетом фактически сложившейся границы и закрепляла ныне отторгаемые соглашением земли в составе Республики Ингушетия. Чеченская сторона и федеральная сторона в 2009-2012 году никаких претензий к Республике Ингушетия не имела. 6.11.2012 года парламентом Чеченской Республики в нарушение разработанной ими и согласованной в 2008 году схеме территориального планирования, а также законов обеих республик, в одностороннем порядке принят закон 29 РЗ о внесении изменений в закон Чеченской Республики об образовании муниципального образования Сунжский район и муниципальных образований, входящих в состав, установления границ, наделения соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения, которым без какого-либо законного основания в состав Сунжского района Чеченской Республики были включены 7 муниципальных образований Республики Ингушетия. Этот закон грубо нарушил пункт 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации, который гласит, что границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия, а также ряд федеральных и региональных законов. Своими действиями руководство Чеченской Республики создало опасный прецедент, который привел к напряженности в межнациональных отношениях между республиками. Понимая это, закон был обнародован лишь в 2013 году, когда ситуация улеглась и общественность решила, что информация о принятии закона была недостоверной. Народное собрание Республики Ингушетия обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться с этим вопросом и принять меры реагирования, направленные на отмену данного закона. Однако Генеральная прокуратура самоустранила за решение этого вопроса, не выявив в этом нарушения и позволив заложить эту мину замедленного действия между двумя субъектами, которая 26 сентября взорвалась, эта мина. Но даже тогда, когда парламент Чеченской Республики незаконно включил в состав Чечни почти 50% территории Ингушетии, указанный закон не касался границ между Акшай-Мартановским районом Чеченской Республики и Сунжским районом Республики Ингушетия, и оспариваемая ныне территория не была включена в этот закон даже тогда. То есть на тот момент, когда руководство Чеченской Республики уже предприняло незаконные действия по отторжению ингушских земель, они не ставили этого вопроса, прекрасно понимая, что не имеют прав на отторгаемое соглашение земли, не претендовали на эти территории, которые в настоящее время вдруг стали спорными. 20 апреля 2013 года съезд ингушского народа под председательством Евкурова Юрисбека Матгиреевича предложил руководству Республики Ингушетия и Чеченской Республики приемлемый вариант, отвечающий объективной реальности текущего времени. Это сохранение межевых линий в описании ныне существующих в приграничной зоне муниципальных образований.
Юнусбек Бамадгириевич сам в 2013 году подписал эту резолюцию. 6.7.2018 года был принят закон Чеченской Республики номер 33 РЗ о внесении изменений в закон номер 40 РЗ, которым в одностороннем порядке, без согласования с Республикой Ингушетия, в границы Ачкой-Мартанского района было включено несколько тысяч гектаров на юге Сунжинского района Ингушетии. Это июнь 2018 года, то есть за несколько месяцев до событий, участником которых мы с вами являемся. 18 сентября был подписан указ президента Российской Федерации 528 о передаче в собственность Чеченской Республики, находящейся в федеральной собственности, акций открытого акционерного общества Чечен-Нефтекимпром. Ранее компания контролировалась ПАО «Роснефтью», имеющей лицензию на разработку Бадмутско-Датырского месторождения, значительная часть которого находится как раз на вышеуказанных землях Сунжинского района Республики Ингушетия. Средства массовой информации небезосновательно увязали эти события в одну цепочку. 4 октября 2018 года Народное собрание Республики Ингушетия утвердило законом соглашение. Однако 3 октября Народное собрание Республики Ингушетия поступил отрицательный отзыв Конституционного суда Республики Ингушетия на данный законопроект, в котором позиция судей была консолидирована. Они однозначно сказали, что Народное собрание не имеет права 4 октября рассматривать этот закон, так как этот законопроект подготовлен значительными нарушениями законодательства, как федерального, так и регионального. Тем не менее, депутаты, по крайней мере официально, этот закон утвердили. Согласно протоколу счетной комиссии, было объявлено, что якобы за принятие закона проголосовали 17 депутатов из 24 присутствующих на заседании. 17 – это как раз та минимальная цифра, которая нужна была для того, чтобы принять этот закон. Ряд депутатов сразу объявили о фальсификации подсчета голосов, а также многочисленных нарушениях в ходе самого голосования. Было проведено тайное голосование. В процессе одного голосования сразу в 3 чтениях был этот закон принят, что является грубейшим нарушением регламента принятия аналогичных законов. Кроме этого, глава республики Евкуров Юнусбек и председатель правительства республики Евлоев Зелимхан находились в кабинете подсчета голосов и оказывали давление на членов комиссии. Кроме этого, протокол подсчета голосов не был утвержден протоколом Народного собрания. 13 депутатов подписали заявление о том, что они голосовали против принятия закона, еще 2 заявили об этом в своих выступлениях. 5 октября ряд депутатов Народного собрания обратились в Следственное управление Следственного комитета по Республике Ингушетия, прокуратуру Республики Ингушетия с заявлениями о фальсификации голосования и подлоге документов, а также направили заявление в Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Сейчас эти заявления рассматривают в Следственном управлении по Северо-Кавказскому федеральному округу. 15 октября полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Матовников и начальник управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации Ярин в присутствии 8 членов делегации от митингующих признали факт нарушения законодательства Российской Федерации, совершенный при заключении соглашения. Однако сообщили, что отменять закон никто не будет, он вступил в законную силу, а оргкомитет может обратиться к судебной инстанции. Согласно пункту 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации, границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. Должностные лица Республики Ингушетия утверждают, что вышеуказанная норма не имеет отношения к подписанному соглашению, так как стороны соглашения границы не изменяли, а устанавливали границы. Между тем, в современном российском законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие границы между субъектами Российской Федерации. Есть только нормы закона, которые регулируют изменение границ между субъектами Российской Федерации. Кроме этого, границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой были установлены в феврале 2009 года и утверждены президентами Республики Ингушетия Евкуровым и президентом Чеченской Республики Кадыровым. Соответственно, раз речь идет об изменении границ, то согласно подпункту А части 1 статьи 102 Конституции,
Российской Федерации. Данное соглашение должно быть утверждено Советом Федерации на основании следующих документов. Первое. Соглашение об изменении границ, подписанное главным субъектом и утвержденное парламентом субъектов. Второе. Пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения границ между субъектами Российской Федерации, сведения о соответствующих территориях, перечень расположенных на них административно-территориальных и муниципальных образований, копия документов о результатах выявленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, мнение населения, то есть о референдуме, проживающего на соответствующих территориях по данному вопросу. Третье. Карта местности с нанесенными на нее линией границы между субъектами действующей и предполагаемой линией границы между ними. Утверждение этого соглашения парламентами обоих республик. Вместе с тем, учет мнений населения властью не проводился, он не мог быть проведен. Не приняла закон о порядке учета мнения населения по вопросам республиканского масштаба. Принятый в 2017 году закон от 29.17 года номер 70 РЗ затрагивает иную сферу, учет мнения по межмуниципальным вопросам. В то время как рассматриваемый вопрос касается межрегионального уровня. То есть у нас даже нет закона такого, по состоянию которого мы могли бы референдум провести, не говоря же о самом референдуме. Также непонятно, как могут официальные должностные лица Российской Федерации ссылаться на соглашение от 29.03.1994 года, подписанное президентом Дудаевым и президентом Республики Ингушетия Аушевым Исламом Султановичем, так как федеральные власти официально заявили, что не признают легитимность Чеченской Республики Ичкерия. Соответственно, все документы, которые были этим государственным образованием изданы, они являются недействительными, и их нельзя рассматривать и даже обсуждать. Это все незаконно. Соглашение, тем не менее, даже если мы обратимся к тексту этого документа, который подписали Дудаев и Аушев, предусматривает, что стороны договорились только об образовании государственных комиссий по пересмотру государственной границы еще, имейте в виду, государственной границы между Чеченской Республикой Ичкерия и Республикой Ингушетия, взяв за основу переговоров границу 1934 года, существовавшую на момент объединения Чеченской автономной области и Чеченской автономной области в единую Чечено-Ингушскую автономную область. С учетом реальной демографической ситуации, экономической целесообразности, политической необходимости, продиктованной образованием двух государств. То есть были еще ссылки на некоторые условия, то есть там были еще заложены вопросы, которые стороны могли обсуждать. То есть даже если граница была по 1934 году, все равно и чеченская сторона, и ингушская допускала, что могут быть изменения с учетом вот этих всех факторов, которые я перечислил. Как видно из текста этого соглашения, не было даже речи об установлении границ. Оно касалось лишь создания соответствующих комиссий. Тем не менее, сегодня главы обеих республик делают неуклюжую попытку снять с себя ответственность и переложить ее на Руслана Аушева и на покойного Дудаева. В соответствии с пунктом 2 статьи 131 Конституции Российской Федерации, изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается только с учетом мнения населения соответствующей территории. Региональная власть грубейшим образом нарушает законодательство Российской Федерации касательно разграничения полномочий между региональной и муниципальной властью. В частности, изменение границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой привело к тому, что часть территории, принадлежащая таким муниципальным образованиям, как Малгобекский район, Сунжский район и даже Джайравский район, переданы под юрисдикцию соседнего субъекта. При этом отсутствуют нормативные акты соответствующих муниципальных образований, регулирующих передачу этих земель. Хотя территория сельского поселения – это не только место проживания людей, но и прилегающая местность, в том числе земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения, и другие земли в границах муниципального образования. Закон Республики Ингушетия номер 31 РЗ. Сегодня нам известно, что региональная власть самостоятельно изменила территорию 3 муниципальных районов и 10 городских и сельских поселений, игнорируя мнение людей и нормы закона. Сторонники Ингушского комитета национального единства в период с 20 октября по 29 октября участвовали более чем 30 сходов жителей муниципальных образований. Все эти мероприятия закончились тем, что все жители без исключения категорически осудили и отвергли соглашение.
Протоколы соответствующих сходов имеются в распоряжении комитета. В соответствии с статьей 3 Закона Республики Ингушетия о референдуме Республики Ингушетия на референдум в обязательном порядке выносятся следующие вопросы: об изменении статуса республики, о наименовании республики, ее разделении или ее объединении с другими субъектами, изменение ее территории или границ соответствует законодательствам Российской Федерации. Эта норма закона также была проигнорирована региональными властями. Несмотря на то, что изменение границ существенно сужает территорию государственного природного заповедника Эрзий, созданного на основании постановления правительства Российской Федерации, соглашение не было согласовано с правительством Российской Федерации, чем были нарушены нормы федеральных законов номер 16 ФЗ, номер 7, постановление правительства Российской Федерации номер 833 о создании туристического кластера на Северо-Кавказском федеральном округе, постановление номер 1195 об особых экономических зонах Северо-Кавказского федерального округа и ряд десятков ведомственных и межведомственных нормативно-правовых актов. Если резюмировать перечень нарушений, допущенных региональной властью Ингушетии, можно уверенно констатировать следующее. Данное соглашение подготовлено и подписано с грубейшими нарушениями процессуальных и материальных норм законодательства Российской Федерации. Изменение границ и территории региона возможно исключительно с соблюдением определенного порядка и последовательности действий, связанных с последовательным принятием нормативных актов, установленных федеральным и региональным законодательством. Проведение процедуры изменения границ без установленного учета мнения населения, проживающего на затронутых территориях, является неконституционным и подлежит обжалованию, в том числе в судебном порядке. Соглашение является одной из форм договора. В соответствии с законодательством Российской Федерации ничтожным является любой договор, не соответствующий требованиям закона, если из этого закона не следует, что такой договор является оспоримым. Ничтожность договора означает, что он не порождает правовых последствий в силу их противоречия закону. В соответствии с законодательством Российской Федерации такие последствия выражаются в возврате сторонами всеми полученного по договору, двухсторонняя реституция. Соответственно, рано или поздно Чеченской Республике придется вернуть все незаконно полученные земли и имущество, принадлежащее народу Ингушетии. Дальнейшие действия региональной власти Ингушетии, реализацию положений соглашения, только усугубляют социальную напряженность республики между населением и властью и могут привести к непредсказуемым последствиям. Кроме этого, соглашение подписано на основании административной карты СССР 1934 года, является опасным прецедентом для субъектов Северо-Кавказского федерального округа и может вызвать эффект домино, инициировать целый ряд территориальных конфликтов между ингушами и осетинами, между осетинами и кабардинцами, между кабардинцами и балкарцами, между казаками с одной стороны, чеченцами, осетинами, дагестанцами с другой стороны. Я уже не говорю о том, что территориальный конфликт закладывает мину под будущее обоих народов. И если раньше ингуши имели территориальный конфликт только с осетинской стороной, то теперь, благодаря мудрости нашего руководства, мы имеем конфликт еще и с братским чеченским народом. Республика Ингушетия является самым маленьким субъектом Российской Федерации. Ее территория в разы меньше любой республики Северного Кавказа. При этом показатели рождаемости республики самые высокие по сравнению с остальными субъектами Российской Федерации. При средней плотности населения в стране более 8 человек на квадратный километр, в Ингушетии плотность населения составляет более 134 человек на квадратный километр. Это самая высокая плотность населения в стране после городов Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Московская область. В этих условиях сознательно уменьшать территорию республики более чем на 340 квадратных километров, что составляет 9% от ее территории, это преступление против будущего ингушского народа. Жители и так страдают от малоземелья. Вся республика покрыта населенными пунктами, которые из-за отсутствия возможности развития продолжают расширяться за счет плодородных земель, предназначенных для ведения сельского хозяйства. При этом власть ограничивает расселение людей в горных районах республики, превратив их в особо охраняемые территории со специальными режимами. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе в пределах 25-30 лет численность населения Ингушетии составит не менее 1 миллиона человек. Где они будут все жить, если мы с таким рвением будем сегодня раздавать наши земли направо и налево? Уменьшение территории республики неизбежно приведет к падению экономических показателей, в том числе к снижению внутреннего регионального продукта, к сокращению числа крестьянско-фермерских хозяйств и объектов малого и среднего предпринимательства,
к сокращению активной экономической деятельности населения, к снижению уровня доходов населения. Все эти вопросы не могут не беспокоить думающих и ответственных граждан, переживающих за будущее республики, своего народа и своих детей. Надеюсь, что участники Конгресса трезво оценят все негативные последствия, вызванные передачей земель, всю серьезность проблем, нависших над нашей республикой, и примут взвешенные и правильные решения касательно ее перспективного развития и ее будущего. Аллаху Акбар. Дякую. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, к нам Всемирный конгресс ингушского народа поступили приветственные обращения от Конгресса карачаевского народа, от обращения вайнахов, мухаджиров из Турции и приветственное слово ингушской диаспоры из Швеции. Я несколько зачитаю. Приветственное слово в адрес ингушского народа от Конгресса карачаевского народа. Председателю Ингушского комитета национального единства Мусе Майсаду. Конгресс карачаевского народа приветствует делегатов Всемирного конгресса ингушского народа. Искренне желаем успехов и плодотворной работы, а также выражаем убежденность, что древний ингушский народ, славящийся своими обычаями и богатой культурой, проявит присущую ему мудрость отстаивания интересов своего народа. Надеемся, что органы всех ветвей власти Ингушетии и Федерального центра приведут свои действия в соответствии с действующим законодательством, которое гласит о верховенстве закона в решении любого рода вопросов внутри федеративного государства. Ведь все мы помним неумолимые уроки истории, когда государства стирались с карты мира, когда грубо побирались правовые основы государственного устройства. Выражаем уверенность на цивилизованное, объективное и правовое решение возникшей коллизии. Председатель Кады Халкечев. Следующее обращение поступило от вайнахов мухаджиров из Турции. Под данным обращением подписалось более 60 человек. Ассаламу алейкум, уважаемые соотечественники нашей Родины Деймохка. Мы приветствуем вас с искренней любовью и уважением. Мы уверены, что в эти чувствительные дни те силы, подвергающие нас на протяжении веков войнам и репрессиям и не могут с нами справиться, очередной раз устроили козни, против которых на передовых стоят мудрые старейшины с опытом прошлого, а также смелые, умные, молодые братья и сестры, готовые еще раз доказать несостоятельность разыгранных планов. Мы, ваши братья из Турции, также уверены в том, что за соглашением о межевании границ кроется разделение нашего народа. Однако усердием старшего и младшего поколения Деймохка смогут обойти данные манипуляции, направив эти задумки в обратное русло и тем самым укрепляя наше единство и целостность. Мы решительно отвергаем договор о границе, хотя знаем, что никакая сила не может установить границу между нашими сердцами. И в связи с этим выражаем вам свою солидарность и поддержку на пути успеха в вашей праведной, сильной и верной борьбе за справедливость. Да поможет вам Аллах. Да Аллах Бахтуши. Следующее приветственное слово поступило от ингушской диаспоры в Швеции. Ассаламу алейкум, салам маршал, дышуга, кахамсары, вежри. Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Его мы воспаляем, просим о помощи и прощении. Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствуем, что Мухаммад – его раб и посланник. Мы, представители ингушской диаспоры в Швеции, хотим выразить категорическое несогласие с подписанным 26 сентября соглашением между главами Республики Ингушетия и Чешской Республики об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чешской Республикой, согласно которому значительная часть горной Ингушетии переходит под юрисдикцию Чеченской Республики. Мы считаем, что это закулисное соглашение может иметь негативные последствия для наших взаимоотношений в будущем. События последнего месяца являются доказательством этому.
В сложившейся ситуации мы обращаемся с просьбой созвать комиссию из представителей обоих народов с привлечением экспертов и авторитетных общественных и религиозных деятелей, которые сумеют решить данный вопрос, используя свои знания и опыт, или найти компромиссное решение о поглублении границы между республиками в соответствии с правилами исламского судопроизводства, следуя словам Всевышнего Аллаха, который в Священном Коране говорит: «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению». Сура «Женщины», аят 59. Уверены, что, как мусульмане, мы непременно придем к решению, которое устроит обе стороны. Далее мы обращаемся ко всем ингушам и чеченцам вне зависимости от возраста, пола и имущественного положения. Остерегаться неосторожных высказываний на адрес друг друга. Ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благо или не молчит. И пусть тот, кто верит в Аллаха и в последний день, оказывает уважение своему соседу. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, хорошо принимает своего гостя». Понимаем, что вопрос земли очень важен для войнахов, и многие из нас сейчас говорят и действуют на эмоциях. Нам, как никогда, необходимо в эти дни проявлять войнахское уважение и мусульманское терпение, чтобы не оставить для наших потомков клубок нерешенных вопросов и неприязни друг к другу. Просим предпринимать достойные для мусульманина шаги для нахождения компромисса в данном вопросе. Ведь, как подчеркивал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах приветствует, мусульманин — это тот, от языка и руки которого мусульмане не страдают. Дал барца болбы, дал дикиш хаманты ахты болбы, дал нид болбы, юх ажатиш, нисачи оара яхамы дани сади. Ассаламу алейкум, Революционный комитет ингушской диаспоры Швеции, Кетанчи. По программе следующем у нас должен был выступить Аслан Кадзоев. К сожалению, он опаздывает. Если он подойдет, то мы ему предоставим слово чуть попозже. Хотел бы предоставить слово паре Порчиевой. Пара Розаковна Порчиева, доктор философии, профессор университета Сорбонны. Тема доклада о некоторых проблемах ингушской диаспоры. Прошу придерживаться регламента. И у нас очень много поступает желание выступить, поэтому мы должны уложиться в регламент. Во-первых, разрешите мне, так как именно эту тему мне предложили сегодня немножко осветить, поздравить наш конгресс от имени ингушской диаспоры во Франции. Но прежде чем приступить к этой теме, все-таки я вернусь к началу нашего сегодняшнего конгресса. Вчера я была на совете тейпов. И когда стал вопрос выбирать ведущих людей или комитет, кто-то предложил выбрать Народный совет. Я вмешалась. Я объясню, почему я себе это позволила. Говорю, народный – это значит всенародный. А если мы сегодня народ, завтра на конгрессе кто у нас будет? И старейшины, которые там были, мудро все-таки даже к моему женскому замечанию прислушались и назвали этот комитет не Народным советом,
а просто комиссии, которая будет участвовать в решении многих вопросов, переговоров, как испокон веков было принято в нашем народе. И они этот вопрос решили. Во-вторых, они тут же выступили и сказали: вы неправильно поняли, мы прекрасно понимаем. Теперь другой аспект проблемы. Я неоднократно выступаю на митингах именно из своего горького опыта нашего 92-го года отсутствия национального согласия. Одним из предложений, которое я предложила, было следующим. Ни один документ официальный, касающийся проблемы ингушского народа, не должен выходить из отдельных личностей или всяких там обществ. Я предложила всем общественным организациям представить в этот орган свои кандидатуры и из всех организаций сформировать Национальный комитет единства. А сегодня я все-таки с горечью замечаю, повторяется опыт оргкомитета Грозного, оргкомитета Назрани. 5 месяцев государство новое, без главы, пока делили портфели. Поэтому я еще раз прошу, с высоты, так сказать, может быть, я последний раз выступаю перед народом. Я немножко когда-то недоучила, может быть, все, что говорит наша святая религия. Но там есть одно хорошее. Если двое Поэтому первое, что нам нужно, это единство. И только единство. И сегодняшний наметившийся конфликт кто-то может очень нехорошо использовать. Может быть, у него есть подспудные течения. Поэтому я предлагаю, чтобы туда вошли молодые, и много молодых, потому что жизнь впереди у молодых, и им завоевывать, им строить эту республику. А теперь я вам приведу маленькую притчу, с вашего позволения, все-таки она мне очень понравилась, вот как решить этот вопрос. Потому что иногда просто от святого дела люди от хорошего иногда хотят каждый сказать, что это он сделал, но это ошибка. Вот как решил в этой притче Мухаммед, пророк, подобную ситуацию. Когда Мухаммеду исполнилось 35 лет, случилось так, что стены Каабы сильно пострадали от селия. А до этого в храме произошел пожар, и пришлось строить здание заново. Когда дело дошло до возвращения черного камня из главного предмета поклонения в Каабе, символ могущества Аллаха, все старейшины племен выразили желание взять на себя осуществление этой почетной обязанности, из-за чего между ними разгорелись ожесточенные споры. Решение предложил один из старейших, и он предложил, чтобы спор рассудил первый из тех, кто войдет в храм через его ворота. Выслушав его, все согласились с ним, и решение было принято. Первым вошедшим в Каабу после заключения между ними этой договоренности оказался пророк Мухаммед. Когда он приблизился к ним, и они рассказали ему, в чем суть дела, он взял плащ и положил на него черный камень, после чего велел взяться за края плаща всем присутствующим и поднять его. Когда черный камень принесли обратно, Мухаммед собственноручно установил его на место, что и стало тем самым разумным решением, с которым согласились все. Всем вместе за этот плащ, за нашу проблему, я думаю, что мы со всеми, все остальное у нас есть. Может быть, даже наши разногласия,
иногда от избытка и ума. Например, француз, один из писателей, говоря о французской национальности и его географическом положении, сказал: французская, вместо того, чтобы сказать населена, французская нация населена, Франция населена 48, Франция населена 48, Франция разделена 48 миллионами людей. А теперь я перейду в нескольких словах только к диаспоре. Во-первых, у нас как таковой, мы все знаете, что диаспора – это термин, восходящий к древнегреческому, обозначал рассеивание людей по миру, а потом стал обозначать людей, рассеявшихся. Но чтобы не отнимать много времени, я приведу только здесь несколько интересных фактов, которые я обнаружила, когда захотела сделать маленький экскурс во все волны, как принято говорить, диаспор за границей. Вот когда разгорелась Чеченская война, потомок Тапы Чермоева и Пара Парчиева организовали срочно комитет СОС Чечня и объезжали всю Францию. Но первым человеком, откликнувшимся на нашу просьбу, был внук человека, который воевал в сирийском полку, и Франция наградила его отечеством. Мы у него спросили: ты кто по национальности, чеченец или ингуш? Он на нас удивленно посмотрел и сказал: а я не знаю, мы тогда это не разделяли. Далее, если взять первую волну чеченскую, то есть ингушскую, ее нет отдельно. Мы все помним и знаем, как великий чеченский писатель Абузар Айдамиров документально обосновал и изложил очень подробно, как Осетин Кундухов подставил ловушку чеченскому народу, получая от царской власти награды поголовно за каждую семью, которую он обрек на погибель. Не менее талантливый ингушский писатель Идрис Базоркин в всем известном романе «Из веков» того же Кундухова нам написал в том же образе, каким он являлся Айдамирову. Далее, вторая волна. Вторая волна – это, которая сейчас называется как таковой. Я пропускаю руководителей Первой Горской Республики, они были едины. И вот теперь вторая, а по счету третья волна. Это волна, и опять же, 92-й год ингуши и Чеченская война, и это же, опять-таки, безусловно, творчество наших соседей. Поэтому я вот предлагаю все проблемы в дальнейшем, хотя говорили не трогать пригородный район, решать только в комплексе 3 государств с участием других, России и за-рубежа, но Чечни, Ингушетии и Осетии. Другого решения наших истинных границ быть не может. И в заключение я позволю вам зачитать, на мой взгляд, очень честное и хорошее письмо профессора Сорбонны, завкафедры функциональной лингвистики Франсуазы Герна, которой мы долго сотрудничали понемножку, даже книжку выпустили, представляя чеченские и ингушские языки вместе.
И она вот сейчас, узнав, что у нас происходит, написала нам, Конгрессу, такое письмо. Французы, оно маленькое, я зачитаю и закончу. Французы, которые узнали благодаря статье, опубликованной в газете «Le Monde» от 24 декабря 2018 года, о том, что вы стали жертвой чудовищного хищения, потрясены этим известием. Голосом моего друга Пара Парчива я хотела бы в этом коротком послании выразить вам свою искреннюю поддержку. В очередной раз принципы демократии были нарушены. Ингушский народ должен был выразить свое мнение. И для решения настолько серьезного вопроса мы даже не можем представить, как можно было решить без референдума. Как можно допустить, что президент республики так самовольно мог распоряжаться древними землями, которые являются культурным историческим достоянием народа? Лишив Ингушетию земель, исторических памятников в горах Ингушетии, таким образом лишая ингушей своих корней. Вы, ингушский народ, абсолютно правы, решительно заявляя на весь мир о вашей воле сохранить свою территориальную и культурную и национальную целостность. Вы правы в том, что протестуете мирно, достойно, но свирепо против этого позорного решения. Подобные действия, которые являются мошенничеством и лишают целый народ своих прав, своей истории, своей идентичности, необходимо строго судить и судить, строго осудить и судить. Мои друзья ингуши, пусть издалека, но я оказываю вам поддержку всей душой и буду поддерживать ваше дело, распространяя информацию об этом вокруг себя. Держитесь, друзья, сохраняйте надежду, вы прекрасный пример мужества, ваш искренний друг Франсуаза Геран. Я думаю, что у меня много бумаг, которые прислали мне наша диаспора. Но я не могу не удержаться все-таки с одним комментарием. Студенческое письмо. Тут группа студентов нам пишут: дорогие уважаемые наши соотечественники, наблюдая за происходящими сегодня событиями, связанными с передачей ингушских земель Сунжинского района в пользу Чечни, мы испытываем двоякое чувство. С одной стороны негодование, с другой гордость. Негодование за то, как поступило с нами наше правительство, которое призвано защищать интересы своего народа, и гордость за то, как ингуши повели себя в этой ситуации. Они с честью и достоинством, свойственным подлинным ингушам, отреагировали на подписание соглашения о границе с братской Чечней. Несмотря на то, что мы сейчас далеко от Родины, всегда помним, кто мы и откуда родом. И уже в скором будущем надеемся, что мы сможем принести пользу своей республике, трудясь во благо ее процветания. Все наши думы с вами, и мы искренне сопереживаем и желаем участникам Всемирного конгресса ингушского народа успехов в ее работе. С помощью Всевышнего уверены, что все получится. От лица студентов, проживающих во Франции, Марсагов М. Ну, есть интересные, я не знаю, читать, потому что они все, значит, тип 1 протестуют все, протестуют, негодуют, гордятся и призывают старейшин, тейпов, молодежь сосредоточиться вместе и решать проблему с помощью Аллаха. Да, маслина, барболвене, и цятадуш албезен барсе.
Это две фразы, но это наш соотечественник. Я вам все-таки эту историю расскажу. Когда я приехала, меня родственник Жабагиева попросил позвонить родственникам во Франции. Ответила мне в городе По его дочь. И она объяснила, что она узнала, что я филолог, и у меня были героические песни, записанные французским академиком под диктовкой Жабагиева. Так вот, она мне объяснила такую ситуацию. Он, говорит, ходил записывать эти песни, неделю отработав грузчиком на станции, на вокзале. И ему неудобно было сказать, даже допустить мысль, что у него нет денег на метро. А записывающий академик, видимо, не мог представить, что у него такая ситуация. К чему я это привела? Да, лорд Олдвей, не качаман, дозла, руска, динит молдочама, наши, он в этой ситуации, в такой ситуации сохранял наше интеллектуальное наследие. И нам нужно в первую очередь все-таки победить вот это нравственное, а потом уже материальное. Оно идет вместе, но я его завещание вам передала в такой форме. Барков Алчан. Спасибо. Хотел бы поблагодарить всех, кто не смог принять участие в нашем конгрессе и направил приветственные слова в наш адрес. У нас по регламенту наступило время обеденного намаза и обеда, и мы прерываемся до 13 часов 45 минут. При выходе из зала с правой стороны есть так называемый мраморный зал. Он разделен на две части. В первой части там место для намаза, и второй части место для вот такого легкого обеда. И у нас здесь в зале помещение есть еще одно помещение для намаза. К сожалению, на всех места не хватит, поэтому придется нам разбиваться на маленькие джаматы и таким образом совершить намаз несколько раз. Прошу без опоздания 13:45 быть на своих местах в зале.